Если никто не верит в черные дыры, обязанность ученого – помахать ими перед аудиторией. Если приобретение даже самого малого знания в лучшем случае считается конечной точкой образования среднего человека, то обязанность ученого – сделать ее начальной точкой. Если человеку по традиции всегда все ясно, то обязанность ученого – вселить в него массу вопросов. Но так ли много вы отыщете ученых, хоть изредка спускающихся к человеку со своих высоких башен? Хватит пальцев одной вашей руки. В Казани теперь таковых не отыщешь. Если вы не знали такого человека, это не его вина, поскольку в свои 49 он, кажется, успел сделать все возможное, чтобы дотянуться до каждого из нас. Как он уезжал, когда так как бы все осталось, вот. То есть никто же не ожидал ничего подобного. Много деталей, наверное, которые тут вон. «Звездные войны» тоже. Вот. Да, это тоже его, то есть это всякие разные фигурки. То есть, ну, вообще тут как бы все его, тут и вон. Релье что-то делает под тягой. Прямой эфир. На этот раз ВКонтакте проверяю прямой эфир. Какая-то завязшая роза. Души его здесь очень много. Вот, например, это еще не будучи студенткой, сейчас она, по-моему, уже закончила, я точно не уверена. То есть, ну, очень многие приходили к нему еще со школы, я вот не исключение, вот, на самом деле. То есть он заражал еще, то есть он работал со школьниками, заражал их химией их там. Он был наставником. Он был наставником с большой буквы, потому что с ним всегда ассоциировалось слово «благородство». И, наверное, самое важное, чему мы научились, это быть в любой ситуации рядом. Иногда незримо, иногда ощутимо, но он был именно таким. Он был благородным, он хотел это все донести, он хотел, чтобы люди увидели, как он видит этот мир, что этот мир намного проще, намного веселее. То есть вы мне даете 4 буквы О, А, П и Ж и предлагаете написать вечность. У него такое было единение, как будто бы он был еще один просто член группы нашей. То есть, несмотря на разницу в возрасте, он в любом коллективе любого возраста всегда как будто был своим. Ну и теперь самый последний слайд, слайд разоблачающий. На нем я хочу показать истинных властелинов Вселенной. Вы готовы к этому? Готовы? То есть многие даже поступают на химфак из-за него, приезжали к нему конкретно учиться, то есть в его лаборатории. Он был просто, ну, наша любовь. Вы понимаете, что после того, как я его покажу, ваша жизнь никогда больше уже не станет прежней и не изменится? Без химии, ну, не может быть все без химии, то есть он пытался объяснить, что вот на самом деле химия везде, но это не значит, что ее надо бояться. Есть у нас такая нехорошая черта времени, не только в нашей стране, в целом, под названием химофобия. Ну, здесь в аннотации тоже про это в книге говорилось, что вот химия, там это все ужасно, все химическое. Ну, давайте, что называется, называть вещи своими именами, что без химии бы не было ничего. А легко ли это? Речь даже идет не о физической нагрузке, а о том, что он мог это все развить, он мог им рассказать такое, чего мы уже не расскажем ему. С его-то эрудицией, с его работой. Потом он же пашет с утра до ночи. Вот в это окошечко посмотришь, он уже сидит спиной за своим компьютером. Там эта молодежь вокруг него жужжит и вьется. Вот. Он же страшно обаятельный еще был такой. Очень сильно будет не хватать. Это первое, что сразу пришло нам на ум, что мы будем делать. Встречайте, Аркадий Искандерович Куравшин. Прекрасную мелодию выбрал, нужно было выбрать имперский гимн. И как он только все успевает, поражались его коллеги.
Вот, кстати, за вопрос, как вы все успеваете. Иногда хочется действительно человека забанить, потому что я реально не знаю, как я все успел, просто успеваю все. Возникла идея, ну, как сейчас модно говорить, появилось желание попробовать гештальт о том, как это писать для людей, которые, ну, химию вот прошли мимо в школе. Удивительно, но даже многие его коллеги лишь после его смерти узнали о том, что Аркадий Курамшин – автор 3 научно-популярных книг, которые можно сегодня встретить в любом книжном магазине. Автор 3 столь важных для него, для науки, для общества интеллектуальных инъекций в плоть этого общества. Книг, конечно, о химии, которой он посвящал и все свободное от работы время. Впрочем, было ли такое свободное время у Аркадия Курамшина? Аркадий – это удивительный пример человека, который был готов не просто рассказывать о каких-то научных открытиях, достижениях, своих или чужих ли. Он был готов общаться, он был готов то, что без пафоса можно было бы назвать, нести свет, нести знания людям. 4 стихии, давайте, кстати, поможем. Дети назвать 4 стихии основные, это какие? Когда мы начинали с ним вот этот формат публичной лекции, научно-популярной, это было около 5 лет назад, этот формат не был таким модным, таким широко используемым, как сейчас. И, можно сказать, мы его вот сочиняли, заново изобретали. Он пока еще не завез, ну так вот. А почему, если у нас водород самый легкий газ, мы заправляем шарики гелием, который потяжелее его? Я совершенно точно знаю, что здесь у нас в Казани подобного человека сейчас нет. Я буду очень надеяться на то, что люди, подобные Аркадию, просветители, популяризаторы, будут появляться. Мы начали радиокафедру где-то примерно 3 года назад. И вот моментально, благодаря Аркадию, она приобрела популярность. Из всех тех рубрик, которые у нас есть на радио, она стала самой популярной. То есть те вопросы, которые Аркаша освещал, которые он поднимал, они настолько простым языком говорились, настолько это было понятно любому человеку, который слушал наш шоу. Да. Но вот, опять же, могу сказать, что накачка шин азотом, она помогает больше всего тому, кто накачивает шины азотом. Открытый, добродушный, большой, ну, в общем, такой, каким его все запомнят, наверное. Еду я по трассе как-то, а там козылык продают. Аркадий, можно ли покупать такую колбасу? А ты на руки посмотри продавцу, если чистый, то покупай. А надо ли смотреть на все остальное продавца? Ну, у человека все должно быть чисто, но если есть время, проверяй. Аркаша, спасибо за все. За то, что он был таким человеком, таким ярким и такой душой. Спасибо тебе, Аркаша. Путешествуя в январе со съемочной группой ТНВ для съемок в программе о Менделееве, я увидел, что память его там очень сильно хранит. Человек безотказный и любознательный Аркадий Курамшин действительно отыскал для нас время в своем графике, чтобы вспомнить о том, каков этот год. Год юбилейный и для таблицы химических элементов, и для ее создателя. Как есть такой анекдот, что сначала таблица приснилась Пушкину, но он ничего не понял. Тогда, в январе, Аркадий Курамшин впервые, что было странным и для него самого, побывал и в Менделеевске, где мы вместе ходили по следам великого ученого. Многие корпуса старых заводов, но если там даже и перестают производить продукцию, то, по крайней мере, хотя бы их делают какую-то реновацию, потому что это ведь замечательная такая историческая вещь, которую можно показывать будущим поколениям. Когда его просили что-то сделать, куда-то съездить, выступить, то есть он никому не отказывал. Вот, то же самое, там, телевидение. В маленькой комнатке химического института КФУ в шкафу до сих пор вот этот его телевизионный пиджак.
На случай, если нужно срочно прокомментировать новость, событие или просто очередной миф или заблуждение. Один из немногих, кто не был заперт в своих высоких научных башнях. Ученый, наставник, просветитель. Тот, кто всю свою жизнь пытался починить наши с вами приемники истинно научного знания. Один из немногих маяков между логикой и абсурдом. Мы еще услышим о нем. Мы еще услышим и его самого. У нас просто еще его голос будет звучать. Мы оставляем в сетке его программы. Все